Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какими могут быть отношения между вами? Вы можете загадать на любимого человека, вы можете загадать на нового человека, нового знакомого, например. В принципе, посмотрим, что может быть между вами, как к этому прийти, как этого добиться. Либо стоит ли вообще сохранять эти отношения, либо входить в эти отношения. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Какими могут быть отношения между нами? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на вас, на него и на то, что может быть между вами. Ух ты, какая тут прекрасная пара. Очень необычная ситуация. Здесь пара, вот они, вы видите, вы в основании. Женщина и мужчина. Мужчина в истоке, женщина у меня такая вышла прям хорошенькая. Вы вместе. Взаимные чувства, обоюдные. Вы очень привлекательны друг для друга. Вы смотрите друг на друга, как будто бы в зеркало, да? Любуетесь друг другом. И вы чувствуете друг друга, между вами очень сильная эмпатия. То есть вот вплоть до того, что вы там, я не знаю, там чихнули, и он чихнул, да, либо вы подумали, а он сказал. То есть вы друг друга прям ощущаете. Ощущаете, причем, наверное, ощущать начали еще задолго до того, как вы познакомились. Здесь, кстати, если у девушки есть ребенок, вот от предыдущего брака, то он чем-то похож на вашего этого мужчину, которого вы загадали. А если, конечно, у вас ребенок от этого человека, то похож, потому что любите вы его очень сильно. И потому что вы желали, чтобы ваш ребенок выглядел так, как любимый. Вот, так что, мои милые, здесь любовь. Здесь про любовь идет. У кого-то эта любовь уже есть, а у кого-то она еще только лишь формируется. Но есть большое но. Вы невероятно упрямые люди. Что вы упрямая, что мужчина упрямый. А у каждого, как говорится, свои тараканы. Я хочу про вас пару слов сказать, да. Вот смотрите, вы по характеру хуже, чем он. Вот, пожалуйста, не обижайтесь, но вот вы такая. Вы себя не контролируете иногда, вы очень эмоциональная. И если вы уж поймали эту эмоциональную муху, да, проглотили ее, то вас не удержать. Вы можете, я не знаю, там дом перевернуть, наговорить такого, либо сделать что-то вот прям такое невероятное, да, что вот вы прям потом сами вспоминаете, и мурашки по коже идут. Как я могла, почему я так сделала, что в меня там вселилось, да. А у вас, кстати, вселяется в вас ваша сила. Вы очень сильный человек, очень волевой, очень мощный. И вы человек такой, не терпите подлости, несправедливости. И вы прям боец за справедливость. Когда вы, например, с ним спорите, либо можете спорить с ним, то вы как будто бы вот прям сражаетесь, да, сражаетесь без страха, без укора, без упрека до последней капли крови. А вот в семейных отношениях это плохо, потому что семейные отношения — это не война. Нет, девочки, это все-таки умение договориться, это прежде всего дипломатия. Вот если вы это поймете, если вы это примете, то с вашей стороны вообще никаких проблем не будет. Вы сильнее, чем он по характеру. Вы более такая, знаете, вот прям, ну, я не хочу говорить агрессивная, да, эмоциональная, может быть, либо менее стесняющаяся, как это правильно озвучить, чтобы вас тоже не обидеть, не зацепить. То есть, если вы девушка глубоко скромная, терпеливая, да, словно вот такой ягненочек, то это не ваша отсыпка. Здесь ко мне пришла вот женщина-огонь. Огонь просто, она вот прям горит праведным гневом, если что-то не то и не так. Очень такая боевая особа, за себя бороться не будет, а вот за других просто там на британский флаг порвет. Девушка очень красивая, но очень такая преданная, да? Вы слишком сильно привязываетесь к людям, и вот это ваше желание быть рядом, помогать, не знаю, там наставлять, оно иногда
для вас же оборачивается другой стороной, да, монетка оборачивается, и вы как бы, ну, можете прям душить своей любовью. Ревнивая, кстати, вы особо очень ревнивая. Ревность иногда такая сильная бывает, что аж в глазах темнеет. Вот, у вас очень непростой характер. Что касается мужчины, но он упрямый, он невероятный упрямец. Здесь вот любой баран бы позавидовал, вот прям в прямом смысле слова. Настолько упрямый человек, что прям аж не по себе мне становится. Он, кстати, из-за своей упрямости очень много шансов в своей жизни профукал, вот в прямом смысле слова. Если бы был более такой помягче, позговорчивый, если бы воспринимал чужое мнение, хотя бы просто воспринимал, да, пусть даже не принимал, но воспринимал, что вот человек что-то говорит, да, и человек имеет право на свое мнение, то жизнь его сложилась бы по-другому. Он бы сейчас бы просто, знаете, как в шоколаде был бы, да, и богатый, и при деле при своем, и все было бы замечательно. Вот упрямость его, конечно, губит. А вот представьте, ваш взрывной характер, помноженный на его упрямость, что мы получаем в итоге? Тут просто какая-то ядерная бомба у нас получается. Вы, кстати, когда вместе, и у вас между вами вот происходят какие-то, может быть, споры, ссоры, могут портиться электроприборы, там лампочки перегорать, да, что-то ломаться может, что-то прям продукты могут пропадать, да, вот прям в смысле слова, да, плесень может появляться на продуктах. Вы вместе генерируете какую-то необычную энергию, и в зависимости от того, что это было, вы спорили, либо вы наоборот друг друга любили, вот имеется вот такой базис, да, то есть если вы спорили, ругались, то все будет разрушаться, да, энергия разрушения очень мощная. А если вы, там, например, любили друг друга, да, у вас был там интим, да, очень яркий, страстный, то вот эта энергия, она как будто бы, знаете, вот распространяется везде, она несет там с собой исполнение, исцеление, деньги несет. То есть вам, по идее, вот если вы прям любили друг друга там 24/7, да, вот прям не отлеплялись бы друг от друга, представляете, могли бы быть просто невероятно богатыми людьми, и у вас бы было просто, не знаю, какое-то мега здоровье, вы прожили бы, там, не знаю, 1000 лет, никогда бы не состарились, никогда бы ничем не болели. Но видите как, вот характеры мешают. Вы как две противоположности, которые очень сильно притягиваются, хотя вы чем-то очень схожи. Вот у вас настроения бывают схожие, вкусы бывают схожие, мысли схожие, понимаете, вот как-то думаете вы одинаково. Вы, кстати, не первое воплощение сталкиваетесь вместе. У вас какой-то долгий путь знакомства, да, то есть ваши души, они родные друг другу идут. Родные души. Послушайте, вот кто-то думает расставаться с этим человеком, да, либо не идти в отношения с этим человеком. Но я так скажу, вот ваши планы, они не осуществятся, потому что вы должны пройти какой-то определенный период или отрезок судьбы, жизни вместе с этим человеком. Каким долгим он будет, это другой вопрос. Но то, что должны, это обязательно случится. Девочки, у кого ситуация романа именно с человеком, который выше вас по статусу, по положению, либо по возрасту? Потому что здесь у меня как бы женщина маленькая, да, а мужчина, видите, какой-то он высокий такой, да, где-то там, в облаках. Вот от этого романа, во-первых, может быть ребенок. Во-вторых, от этого романа женщина может очень многое получить. Машину, квартиру, может быть, даже какое-то положение, да, материальную какую-то стабильность может получить. Но чего он не может получить, так это вот прям брака, наверное, да, законного брака. Почему? Потому что, ну, опять же таки, да, мужчина этот может быть и не свободен. Либо мужчина может быть слишком занят своей работой, своей карьерой, как будто бы ему некогда. А из-за того, что вы не можете, да, там, быть усидчивой, дождаться и слишком эмоциональная, вы просто, ну как, не уговорите его, да. А вы извините, что так говорю, но человек, которого нужно уговаривать, человек, которого можно, знаете, как на слабо взять, да, либо как-то вот прям какой-то челлендж ему бросить, да, вот он докажи, я сделаю. И он сделает, но так, чтобы прям сознательно, спокойно подойти к мысли, что мы должны там пожениться, там мне нужно развестись, там еще что-нибудь. Нет, так не может быть. Только там, может быть, у единиц отыграется. У кого-то прям очень сильная разница в возрасте, прям очень-очень.
Вот для тех, у кого прям очень-очень разница, вот чем больше вы будете этого мужчину от себя отталкивать, тем больше он будет к вам стремиться. Вот такая вам подсказочка идет. Вот, девочки. А если вот смотрит меня женщина наоборот, старше мужчина, младше, то здесь хоть отталкивай, хоть не отталкивай, он все равно будет за вами ходить. Здесь вот молоденький, может быть, у кого-то паренек, который прям первая любовь, она же настоящая, искренняя, первая и последняя, хочется сказать. Ну что, будет ходить, будет вас добиваться. Но опять же таки, характеры, конечно, у вас тут не подарок. У кого-то в отношениях вот действительно вот она преграда стоит очень большая. Это может быть как жена, может быть мама, может быть семья не принимает. Здесь, знаете, такие отношения с боем, да, с боем. Вы и с друг другом деретесь, бьетесь, и еще с кем-то нужно будет сражаться, но это уже вы вместе, ну, рука об руку будете за свою любовь биться. Смотрите, у кого-то есть, у мужчины женщина. Это либо жена, либо бывшая, либо женщина, с которой он живет, да. Вот она его через какое-то время то ли выгонит, то ли как-то вот ему на дверь укажет. Вот это будет ваш шанс и ваша возможность на то, что этого человека себе забрать, да, и быть с ним вместе. Он очень ответственный товарищ, и еще раз говорю, да, его можно вот легко на челлендж развести. То есть она ему там говорит, да, что вот мы семья, как тебе не стыдно, ты там меня бросаешь, детей, 5-10. И он действительно глубоко несчастный человек, потому что с одной стороны он с этой женщиной несчастлив, а с другой стороны он же обязан, да, он же ответственный человек, как же он может из семьи уйти? Вот тут вопрос будет, проблема. Но она вот где-то, вот, знаете, как психанет, и его, может быть, выгонит. И если вы упустите эту возможность, то есть к себе его не возьмете, то навряд ли потом еще раз такое произойдет. Я бы вообще вам посоветовала, да, кто смотрит этот песок, он почему-то вот идет, что там, где вы вместе находитесь, на той земле, да, в том районе, в том городе, где вы живете, вот там как-то все сложно, там как-то люди почему-то вмешиваются, кто-то где-то что-то вмешивается, смотрит, там пальцами тыкает, что-то говорит, советует. Вам бы поменять локацию вместе, вот взять вдвоем и уехать куда-нибудь подальше. И тогда бы все у вас случилось, сложилось, вы бы друг на друга с надеждой смотрели и помягче бы друг к другу относились, потому что были бы друг для друга опора. А так слишком много каких-то вот людей. Почему людей так много? Кто-то что-то лезет, вмешивается, советует, что-то говорят. Вы еще, кстати, очень гордый человек, да? Вот девушка очень гордая. Прям гордыня такая у вас, прям впереди вас идет. В любви это не очень хорошо, девочки. Не очень хорошо. Нет, вы жертвенная, тут вопросов нет. Но вот прям вы что-то путаете, какая-то подмена идет у вас. Ну, вы такая, вы не будете напрашиваться, вы не будете там кого-то уговаривать, себе забирать. Ну, иногда, кстати, за любовь нужно побороться. Ничего тут дурного нет. Так, какие отношения могут быть? Прекрасные могут быть отношения. Это может быть семья, либо прекрасный роман, замечательная дружба даже может быть между вами. Потому что вы все-таки друг другу идете судьбоносные. Это не просто так вы встретились. Но чтобы это случилось, вам нужно немножечко над собой поработать. Мужчина уже никогда не изменится. Вот он упрямый, упрямым есть и останется навсегда. То есть это невозможно убрать. А вы можете над собой поработать, вы можете себя прокачать. Потому что я вижу, что вот эту свою энергию эмоциональную, сильную, вы можете перенаправлять в более мирное русло. И так вы можете дорабатывать себя. То есть, например, да, вы очень горячая, очень такая порывистая. Возьмите эту энергию, приложите ее в работе, в делах, в бизнесе. Реализуйте все свои вот эти горячие помыслы там, не в семье, не в дома, не с любимым человеком. С любимым человеком будьте доброй, милой, открытой, нежной кошечкой будьте. Такой, знаете, вот ласковый, мурчащий. Это будет хорошо, это будет полезно. А вот эти все свои боевые качества, их где-нибудь там за порогом дома.
на улице, на работе, в коллективе. Вот это будет идеально для вас. Знаете, все в ваших руках, все в ваших руках. Вы такая, вы можете поменяться. Мужчина нет, а вы можете поменяться. Если вы его прогоните, ну он уйдет. Он не посмеет вас ослушаться, но он навсегда сохранит ваш образ в своем сердце. И опять же таки, если вы его прогоните, вы потом будете очень долго сожалеть об этом. Либо если не дадите ему шанса. Но я бы посоветовала вам, посмотрите, я бы вам посоветовала с ним, во-первых, поговорить на чистоту. Если есть возможность, то куда-нибудь уезжайте вместе, начинайте новую жизнь на новом месте с чистого листа. Тогда у вас все сложится, все получится. Если мужчина женат, ну, либо не теряйте время, либо у вас в ближайшие, вот, может быть, несколько недель, месяц будет ситуация, когда мужчина ну, останется без дома, да, жена его там по какому-то поводу выгонит. Если вы его в этот момент себе возьмете, все, у вас все сложится. Если не возьмете, ну, он назад к ней вернется. Но вообще, девочки, работайте над собой. Вот какая вы есть, вы знаете, вот я там вам такой совет даже дам. Вот вы очень энергичная и очень эмоциональная. Вы бы свои эмоции, знаете, вот выплескивали вот именно в интимной части своей жизни. Вот это было бы просто для вашего мужчины самым лучшим проявлением ваших чувств и эмоций, потому что вот он, знаете, как в песке жалуется, что вы в интимной жизни достаточно такая сдержанная, что ли, да, и он это, знаете, как списывает, что, ну, я там недостаточно хорош для нее. А на самом деле, я думаю, что вы очень скромная, да, и боитесь проявлять себя. Вот позвольте себе вот вольности в интимной жизни, в постели, и вы увидите, как ваши отношения начнут меняться. И вам будет легче, потому что не надо будет себя сдерживать, и мужчине будет тоже очень приятно, потому что он очень хотел бы, ну, радость вам доставлять, да. Вот попробуйте так вот себя повести. И еще раз говорю, здесь 50 на 50. Здесь может быть прекрасная семья, либо просто вот вы будете друзьями общаться, ну, как бывшими, да, вы можете стать. Мужчина долго так не выдержит, понимаете? Он вас очень страстно желает, и с одной стороны, он страстно желает, но когда вы сдержанная в кровати лежите, да, так тихо, тихо, как мышка, не шевелитесь, его это тоже настораживает. Поэтому, девочки, тут нужно, конечно, вам над собой поработать, если вы хотите отношений с этим человеком. Его-то уже не переделать, каким есть, таким и будет. А вот вы можете меняться, и вы можете себе это счастье сделать собственными руками. Хорошенечко подумайте, нужен ли вам этот человек. Он у вас перекрестком идет. Перекресток — это значит, он по судьбе, да, то есть он должен был появиться в вашей жизни. Ну, а вы дальше уже каждая для себя решите, для какой цели и стоит или не стоит вам с ним свою жизнь связывать. И тогда уже будете от этого отталкиваться. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.